Так, ну что, мужики, здорово всем. Потихоньку вроде все успевается. Посмотрим. Сегодня хочу представить вам пока еще не готовых, но завтра практически будут готовы. Хочу представить для любителей маленьких ножей, малышей. В простонародье якутском называется бгча. Такие ножи для пацанов, для женщин и предназначен и для разделки туши внутри. Здорово. Ну, у меня сейчас спать пойду. Осталось еще чуток. Надо подождать. Здесь процесс идет. Вот выключу печи. Пойду спать. Бгча. Длина клинка меньше 10 сантиметров. Ух ты. Лукавлю. 10,5. 10,5. Вот такой красавчик. Сатинирование. Клеймо мастера. Ножны будут бычий хвост. Обратите внимание, почему такой острый кончик и не менее острый грудь. Острие. Ну вот, после сатинирования такой цвет. Не блестящий, да, соглашусь. Вот. Почему? Ну, у вас, господа, в прошлом году на охоте был весной, то есть в этом году. В Подмосковье, Тверскую область, и там впервые в жизни показали мне бобра. Бобер, подобие у нас есть родственник, по размерам маленький, андатра называется. Нет выдры и так далее, только андатра из Америки. Привезли давным-давно. И пришлось мне мой дорогой друг Вартан, кавказец, настоящий армянин, мой хороший друг, предложил разделать бобра. Запись где-то здесь, не помню, где дел. Ну вот, пришлось впервые разделывать. Ну, повесили там на турнике, как обычно. Снизу начинаем там, и как андатр. И там я обнаружил некие препятствия. Кончик был не такой, а грудастый. Вот. И слабо колющий эффект был маленький. Вот поэтому был немного неловко. Да и ножик был вот такой. И рукоять примерно такая. А это такой малыш. И вот такой острый. Вот. И пришлось мне поковыряться там большим ножиком. Сразу в первую секунду у меня возникла идея. Не идея, а мысль. Почему бы была бы здесь бгча, то есть малыш, маленький ножик. Я бы разделал запросто. Вот, с тех пор, как я человек творческий, стал думать свою версию, чтобы ложилось в руках ровно, что горизонтально
что вертикально, чтобы она работала и так, и так. Вот еще один маленький малышок. Эльмакс. Все из Эльмакса. Кап березы такой красивенький. Вот, если видно. Рука вот так. Ну, судя по кулаку, видно. Вот такое. Так. Угу. 9,5. Да, соглашусь. 9,5. И тут кончик тоже чуток острый. Ну, грудастый чуток. Бойча. Маленький ножик для разделки, чтобы внутри ладони было для разделки. И так, и сяк, и вот так, и вот так. То есть не вытаскивается сильно. Если хотите там поковыряться по глубине, то же самое. В общем, очень удобная. И в чем самое главное, я специально для выставки сделал. Не только наточил эти ножи, но и максимально предельно обратил внимание на тонкость лезвия. При тестах они изгибах, рычажных движениях все испытания прошли успешно. Ни одна не лопнула. Это означает, что качество закалки отменное. Да, это даю слово. Тем более есть гарантии на каждое изделие моих. Пожизненное. Повторю новым подписчикам. Вот. Тоненькая. И немножко вот такой. Наоборот, с той стороны. Это лично этот нож. Это тоже совсем другая история. Но подойдете, я объясню на выставке. Еще один БГЧ. Он чуток больше 10, нет 11. Вот такой кованый нол. И вот такой 100-месячный. Это не линза, прямой спуск 100-месячный. И он, самое главное, тонкий. 3,2. Даже, да, 3,2. И вот, что интересно, вот видите, он немножко не кривоват, а именно идет одна сторона только прямая. Я всегда делаю вот таким, чтобы при ударе был равномерное напряжение во всех углах кончика острия. Вот. А он, именно этот модель, сделан вот так. Что позволяет, тоже имеет некие нюансы при разделке древесины, там дырочку, то все, этот нож как раз он. Потому что у него там имеется другая полоса. Ой, у меня богат язык, развит, не могу. Лучше приходите, посмотрите, а я покажу там. И вот, это традиционные ножики, БГЧ, традиционные, прямые. И вот, сделал, малейкум салам. Так, и вот придумал вот такой вариант. Между прочим, я придумал именно вот такой вариант, по-моему, года 2, даже не помню. В Инстаграме есть первая ссылка, там фон был красная футболка, и там еще патроны лежат. Смотрите, какой год. Патроны от 54-го от Тигра. Ну вот такой уникальный ножик. Почему такой? Не лопнет, здесь вроде тоненько, не лопнет ли? А не лопнет. Рычажные тоже сделал тесты.
И вот такая штука. В чем плюс? О, пальцы здесь. И ножик вот здесь. То есть это как бы гарда, никуда не уходит. Но и удлиняется эта гарда. То есть сам клинок. Вот. И имеет чуток вот такой изгиб. Прямой спуск. И тут гладенько. И этой стороны тоже самое гладенько. И тут узко, чтобы крутить. И тут я сделал такую фигуру. Но насчет капа нет вопросов. Естественный свет. Еще уникальный. Редкий кап такой. Про рисунков не будем сегодня. Он похож на кабана что-то. Уже видим. Уже кое-что видно. Ну вот такой ножик. Ну, запись оставлю, потом посмотрите как следует. Охват вот такой. Удобный. В то же время вот так. Но самое главное вот так. Демонстрирую. Ну, газеты я не подписываю. Школьная тетрадь сына одолжил. Видно, видно. Это очень важный такой тест на бобра, на пушнину кончиком. Обычно не так делаем, а именно снизу вверх. И он тут входит спокойно. Представили себе лопатки, кисти. Вот так. Я специально медленно втыкаю, чтобы был слышен звук. Мои коллеги знают, что такое звук реза. Че про национальное оружие якутов? Не отвлекайтесь. Ой, 10 минут прошло. Ну вот. Буквально в смысле пересня. Видели, не видели. Тестирую, хоть он тонкий или толстый, на этом. Рог Сахатова. И вот такой ножик. Их будет всего 3 штуки. 3 модели таких. Кто успел, тот и покупает. Длина лезвия. Посмотрим. Чисто лезвие 8. Угу-гу. Видно, не видно. А так, если его удлинить, 10,5. Честно говорю, самому очень нравится. При разделке внутренности туши специальная выемка. Ну как, вот так большой палец. Обратите внимание, градус какой. Не вот такой, что там кишки, а сразу вверх. Грудинка только работает. Или с обратной стороны. Некоторые поступают вот так. То же самое, обратите внимание. Угу. И самое главное,
Ну, на этом моделе еще не так уж сильно выражено. Смотрите, почти пальцы не касаются. То есть не пострадает на столе, там по случайности не можете. Вот так. Они чуть выше по уровню. Это очень удобно. Представляю вам еще один малыш. Ну, я сегодня его назвал. Этот нож от Бердыка будет называться перо. С виду как перо. Ну вот. Так что будущие заказчики можете заказывать и сказать не малыш, а перо. Надеюсь, всем понятно. Русский язык един. Вот такой вот красавчик. На ладони вот так сидит. Его незаметно, заметно. Крути, верти. То же самое работай. Но я вчера в своем инстаграме обнаружил почти такой же ножик. Это коллега, начинающий кузнец. Фамилии не буду сказать. Ну, кто видел, наверное, уже знает. Точно ровно такой. Ну, у него там овал был другой. До этого я показывал, как разделывают хариус. Маленький малыш, то же самое, такого типа. Но у него там более грубо было. И тут по прямой было. Очень понравилось. И очень нравится, господа, женщина. Женам не покажите. Если женщина в руки возьмет, не отпустит. Ковыряться в сухожилиях между костями спокойно. Протестировано. Никаких препятствий не найдет. Просто идет и идет. Вот такие ножички сегодня родились. Насчет ножен будет по-разному. Будет пушистик. Будет из бычьего хвоста, как всегда. Будут и в темном, что многие хотят. Так, и да, и в светлом будет. Так, сегодняшний обзор заканчиваю. Уже через 5 часов пора вставать. Того и вам желаю. Добрых снов. До свидания.